Уважаемые дамы и господа, теперь можно выкрасть несколько секунд и лично от себя поблагодарить Саида Муллоевича Боева и всех членов оргкомитета, которые организовывали вот это мероприятие замечательное, которое сейчас мы присутствуем. Я уже говорил господину Боеву, что такое представительство, такие ученые, представители различных ветвей власти из многих стран тут присутствует, из разных, как минимум 5-6 государств тут присутствует. Можно было его вообще назвать международной научно-практической конференцией, но они такие скромные. Да, вот они так скромно назвали его круглым столом, хотя вот потому что я вижу эти темы и уровень выступающих и представительств разных государств, это смахивает однозначно на международную научно-практическую конференцию. Раз уж заговорили о проведении этих мероприятий, уважаемые дамы и господа, лидер таджикской нации, основатель мира и согласия, его превосходительство, уважаемый господин президент Таджикистана, уважаемый господин Эмомали Рахмон, за эти годы независимости уделял очень огромное внимание проведению различных мероприятий, посвященных нашим предков, в частности, и все, скажу, что эти мероприятия он организовывал на международном уровне, проводились в различных государствах, в том числе в Российской Федерации. Лично мы организовывали, проводили в рамках вот этих мероприятий 1150-летие Абу Абдулла Рудаки в Союзе писателей России, 800-летие Мавлона Джалалиддина Балхи в Содружестве писательских союзов, столетие лауреата Ленинского комсомола и государственной премии председателя Советского комитета Единства народов Азии и Африки Мирзо Турсунзаде здесь же в Москве проводили, и много других мероприятий были проведены здесь. Но еще господин президент не только проводит мероприятия, но уделяет огромное внимание организации различных институтов, центров по изучению наследия наших великих предков. В частности, в Таджикистане есть Маркази Омузиши Ибн Сино, Центр изучения Ибн Сина, Авиценне. Таджикский государственный медицинский институт носит имя Абу Али Ибн Сино, Авиценне. К счастью, такие же центры и различные учреждения, фонды, государственные и негосударственные учреждения имени Авиценне существуют во многих странах, в частности и в Российской Федерации. Тут справа от меня господин Андрей Александрович Лукашев, он кандидат философских наук и директор по науке фонда Ибн Сини. С вашего позволения мы вам предоставляем слово. Спасибо большое. Во-первых, от лица фонда Ибн Сина, и в первую очередь его президента, господина Хадави, я хотел бы поблагодарить наших дорогих друзей и коллег из посольства Республики Таджикистана, из общественного совета при посольстве, которые организовали это мероприятие и пригласили нас к участию. Для нас это очень ценно. Во-вторых, что можно сказать об Ибн Сине? Сегодня наше мероприятие предварялось презентацией двухтомника Ибн Сины, Илахият из Аш-Шифа, и доктор Ибрагим рассказывал о том, что это крупнейшее энциклопедическое сочинение, 22-томное. То есть Ибн Сина в своем вот этом бессмертном труде собрал воедино все научные знания, которые были доступны на тот момент. И вот эта вот функция собирания, мне кажется, она до сих пор является той определяющей чертой, которая характеризует личность Ибн Сина. Ведь до сих пор Ибн Сина является той фигурой, которая объединяет и многие народы, потому что очень многие народы по праву считают его своим родным ученым, философом, мыслителем. Ибн
Сина принадлежит, во-первых, он принадлежит пространству персофония, то есть пространству, которое говорило на персидском языке, и здесь его роль в истории развития персидской культуры и таджикской культуры, она очень велика, потому что благодаря Ибн Сине во многом, не только ему, конечно, но во многом благодаря Ибн Сине наука заговорила на персидском языке. Потому что вот такие люди, как Ибн Сина, Насир Хусраф и уже в меньшей степени суфийские авторы типа Абдаллаха Ансари, но это люди, которые начали переводить, начали формировать вообще научный персидский язык. До этого же наука говорила на арабском языке. И Ибн Сина, он, конечно, принадлежит и арабскому миру также, потому что большая часть его трудов написана на арабском. Вот это вот важнейшая черта, важнейшая функция, важнейшая характеристика его личности, историческое объединение, она сыграла определяющую роль во многом в том, что наш фонд был назван в честь вот этого выдающегося ученого и философа, фонд Ибн Сины. И в своей работе на протяжении уже многих лет, фонд был основан в 2008 году и с тех пор активно действует в России, мы стремимся, как и Ибн Сина, объединять в своей работе разные направления деятельности, объединять разные научные коллективы, сотрудничать, работать со всеми нашими центрами, которые занимаются изучением исламоведения и иронистики. Мы установили прекрасные отношения. Вот доктор Ибрагим не даст соврать, и с Институтом востоковедения, с которым у нас уже вышло, наверное, под 40 наименований научных книг, с Институтом философии, с которым еще больше у нас общих проектов, с дагестанскими научными центрами мы сотрудничаем, с центрами в Татарстане, в Уфе, по всей стране, и действительно открыты ко всем, стремимся объединять и коллективы, и различные направления деятельности, то есть не только книгоиздание. Вот вы видели, действительно, вот это прекрасное издание двухтомника Ибн Сины, который, во-первых, конечно, основная ценность — это те знания, которые он содержит, но также это и вы можете увидеть качество издания этой работы и оценить ее доступность, потому что мы стремимся делать так, чтобы наши книги были широко доступны читателям во всех книжных магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Но и также осваиваем другие направления деятельности, снимаем документальные ленты. У нас в планах стоит съемки документального фильма, посвященного Ибн Сине. Вот. Ну и Ибн Сине мы также посвящен целый ряд книг, вышедших ранее. Вот здесь надо сказать, что в России существует, сперва в Советском Союзе и в дальнейшем в России существует достаточно продолжительная традиция изучения Ибн Сины, и в частности здесь огромный вклад в это дело внес Артур Владимирович Сагадеев. Это учитель и наставник и близкий друг Тауфика Ибрагима. Он написал книгу «Авиценна», которую мы переиздали. Он же является автором упомянутого сегодня, автором перевода упомянутого сегодня сочинения «Хайбн Яхзан», который тоже наш фонд издавал. Вот, так что действительно здесь можно говорить о преемственности. И вообще-то говоря, в Советском Союзе у нас была прекрасная традиция сотрудничества с нашими таджикскими коллегами, и это сотрудничество давало ведь великолепные плоды, потому что до сих пор коллеги, и я в том числе, мы пользуемся переводом Даниш Наме, который был подготовлен
подготовлено совместно таджикскими и московскими учеными. Это блестящий труд, великолепный, который не устаревает до сих пор. И, к сожалению, сегодня мы мало что знаем о книжных новинках, о новых работах наших таджикских коллег. Они не очень-то, честно говоря, и доступны, потому что сегодня на той прекрасной выставке, которая организована в фойе, я с большим интересом полистал представленные книги. Обо многих из них мы не имеем никакого представления, хотя нашим коллегам, ученым было бы очень полезно иметь экземпляры этих книг у себя в институте, чтобы к ним обращаться, на них ссылаться, потому что сейчас работы наших таджикских коллег мы чуть не контрабандой добываем. Вот. Это действительно так. Хотя мы до сих пор существуем вместе в единой системе ВАКа, что огромное достижение, кстати, и огромная благодарность за это нашим таджикским коллегам, ведь другие союзные республики, они вышли из ВАКа, вот, и только Таджикистан сохраняет верность нашему научному единству. Так вот, это научное единство было бы неплохо укреплять и в дальнейшем, и я надеюсь, что со временем у нас будет больше совместных проектов. Спасибо большое, дорогие друзья.